прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 5 сентября? Символ возрождения. На территории Чеченской Республики компактно проживают около 90 национальностей. Все они активно участвуют в общественной жизни. 6 сентября республика отмечает День гражданского согласия и единения. Какие надежды народа символизирует праздник? Братская рука помощи. Этот благородный труд осуществляется в дар от чеченского народа и регионального общественного фонда имени Шахида Ахмата Хаджи Кадырова. Гуманитарная миссия регионального общественного фонда в секторе Газа продолжается. Сколько продовольствия доставлено? По зову сердца. Победа близка, она, конечно, будет за нами. Почему? Потому что за нами правда. Мы защищаем свой народ. Новая группа добровольцев пополнила ряды легендарного спецназа «Ахмат». Как в Грозненском аэропорту проводили бойцов. Пятница – дар и благословение для верующих. В этот день мусульмане устремляются в святыни для выполнения обязательной джума молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил розба-намаз в мечети имени дяди посланника Хамзата. В своей проповеди Адам Шахидов затронул тему великой любви пророка Мухаммада, благословить его Аллах, и приветствует к своей умме. Посланник Творца во все моменты своей жизни переживал за мусульман и просил у Создателя прощения для своей общины. وزيسي لعوش وجه الله دالا دقا بايا مرش بحكيتنا بعدو تعا أمت سخلا شيا بايا مرس وات ديالا وي بايا مر أمت سن صلى الله عليه وسلم ديل يلش عليه الصلاة والسلام دال شا بايا مروين شريعة درجو شا أول ويلش حاندون دال شا عالم قيهة بيش وايدين خلري تري شي أمت أو دق ديش خلتنا شي أمت أو سقط ديش خلتوا شي أمت أو غير نيخ الليز أقر سيلع يولش متح الله دال دوان جواب لوش متح شاستقل واقين شخينح وزي سيلع وشولش الله دال ويلشني ألق صلى الله عليه وسلم يا محمد قصعهما ديسني حشيق آل شيق ديخا ديسن شيء لرديل يلشنو صلى الله عليه وسلم وديسنا ديخ شيق حال إلردال وزن ديل شيء أمة تسنق إلرسوا شيء أمة ديخيرسوا شيء دوزول تبيخيرسوا شيء أنتي شيء وعري شيء هسمنا نويتسا أتسوي خوشة وزن ديل شيء أمة دوحق شاء أقر سيلع يوشوش متحا شيء أمة ديل ديحن والإيل شويزة صلى الله عليه وسلم سورة الضحى أول شخيل دول سيلع سورة شوح ولا سوف يعطيك ربك فترضى قان دول شقيمة ديناح شاحور إزوي روحون حون لؤشترك شاحون لردحون ألش ديل يشنو ألق صلى الله عليه وسلم شام حاخر وات ريز شي أمة تختصع جوج غتشو عوش ألق سوا دال وين شاشي إلش ريزي روال عليه الصلاة والسلام وين دنيا نشو دولية وين إميلو خالية وين دوزا دوزين وين إيويز لي حلق وين ديزا ديزن والإلشو صلى الله عليه وسلم شي أصحاب شي اللخسوا شي غره شاگینا وچ قیمت دلالت شیگ ایمان دلر باش بالچرگی شیگره السلام علیکم آلی سلام مارشال دقاش دیلش علق ديل يشنير سلام مارشال حيوسوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي يا رسول الله ديل صلوات سلام مارشال خيل هونتا وشيشو شوال تصيل عليه الصلاة والسلام بوصل تجنا قادية زقاق شين إلش دقويز بوخوش خلش عليه الصلاة والسلام شيء داخل يحا ديل إلش نهم يتقد عليه مسو همانجا أجر تلخل دشتل مسل دو إديل صلى الله عليه وآله وسلم بزي سيل عوش وش الله دال ديل يلشان دوغ ويتقيت مي دويلق قان دون دولش قيمة تيناح تن خزغل دشتل شفاعتسه ويدال ديق الدويلق
Президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова посетила лучезарную Медину. В этом великом городе покоится посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Всевышний, приветствует. Она с благовением вошла в мечеть посланника Творца, где перед его могилой передала приветствие и салам. Там же вознесла искренние молитвы, дуа к Создателю, в которых просила о мире, милости и благополучии для жителей Чеченской Республики и всей мусульманской умме. Аймане Кадырова известна своей глубокой верой и неизменной заботой о нуждающихся. Начальник чеченского управления МЧС Алихан Цакаев посетил расположение наших бойцов на передовой по поручению главы. Военнослужащим были доставлены 4 фуры с пиломатериалами для укрепления окопов и выполнения инженерно-технических задач. В ходе встречи с командиром спецназа Ахмат Минобороны Апти Алаудиновым и командирами отрядов было подтверждено, что воины обеспечены всем необходимым. Как подчеркнул Рамзан Кадыров, любые потребности защитников будут оперативно закрыты. В своем телеграм-канале глава выразил благодарность Алихану Цакаеву и Апти Алаудинову за оперативное исполнение поручения и поддержку бойцов. На фоне продолжающейся блокады сектора Газа региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать поддержку местным жителям. В рамках беспрецедентной гуманитарной миссии закуплено и доставлено более 1000 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. О том, как реализуется эта акция в эпицентре гуманитарной катастрофы, репортаж Лейлы Муртазовой. Жители сектора Газа получили очередную партию гуманитарной помощи от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Акция охватила большое количество населения, находящееся в тяжелых условиях. Мы, ваши братья из команды Зад Аль-Хайр, для счастья других. Рады и счастливы сообщить вам, что в это жаркое утро для наших семей в лагерях переселенцев и разрушенных домах мы реализуем проект, обеспечивая водой для вынужденных переселенцев и пострадавших семей на севере сектора Газа. Этот благородный труд осуществляется в дар от чеченского народа и регионального общественного фонда имени шахида Ахмата Хаджи Кадырова под руководством Адама Кадырова. В составе груза 50 тысяч порций готовой пищи, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макарон, 500 тонн питьевой воды. Жители сектора Газа выражают искренние слова благодарности за столь своевременную помощь в это непростое время. Мы реализуем проект обеспечения водой для вынужденных переселенцев и пострадавших семей на севере сектора Газа. Этот труд – дар чеченского народа палестинскому народу. Да благословит вас Аллах, да воздаст вам Он за нас и за наших людей наилучшей наградой. Мы молим великого Аллаха принять от нас и от вас все благие деяния. Курирует оказание помощи палестинскому народу начальник обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров. Он лично следит за процессом доставки и распределения гуманитарного груза. Этот труд стал возможен благодаря щедрому пожертвованию чеченского народа палестинскому народу. Да благословит вас Аллах и да воздаст вам за нас и за наших переселенцев наилучшей наградой. Да будут благословенны вы и ваши усилия. Из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной ситуация в секторе Газа стала критической. Люди оказались на грани смерти от голода. В этом положении благотворительная организация прилагает свои посильные усилия, чтобы помочь и облегчить страдания мирных жителей. Лейла Муртазова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Из Грозного в зону СВО отправилась новая группа добровольцев. Бойцы, прошедшие спецподготовку в Российском университете спецназа, пополнят ряды легендарного подразделения «Ахмат». В составе контингента как опытные воины, так и новобранцы. Это представители самых разных регионов, объединенные единой целью и стремлением защищать интересы Родины. Сегодня очередная группа добровольцев отправляется для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Эти люди из разных городов и профессий, но их объединяет общая цель – защита Родины. Все бойцы, прошедшие интенсивный курс тактика специальной подготовки на базе Российского университета спецназа в Кудермесе, обладают всеми необходимыми навыками ведения боя. Многие из них уже имеют боевой опыт, в том числе и на специальной военной операции. Процесс подготовки проходит очень хорошо. Инструктора уделяют очень много времени ребятам, то есть ни один человек не остается без внимания. То есть если у ребята есть и подготовленные, уже которые не первый раз заходят, а ребята есть, которые пришли в первый раз. Им уделяется в основном больше времени, так как
у них есть какие-то ошибки, инструктора им подсказывают, то есть ни один человек не остается без внимания. По подготовке готовят очень хорошо, готовят по огневой подготовке, готовят по медицине. В данный момент ребята готовы на все 100%, то есть я был старшим этого борта, как бы я уверен в своих ребятах и думаю, мы вернемся с победой. Перед отправкой к добровольцам с напутственной речью обратился председатель правительства Чеченской Республики генерал-лейтенант Магомед Даудов. Каждый раз мы собираемся здесь, на территории аэропорта Грозного, провожаем наших добровольцев, братьев, бойцов легендарного спецназа Ахмат. Победа близка, она, конечно, будет за нами. Почему? Потому что за нами правда. Мы защищаем свой народ, свою землю, свои ценности, духовные, человеческие, которые в нас заложили наши отцы, деды, прадеды. Бойцы, я от вашего имени прежде всего хочу поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который вот уже 4-й год обеспечивает наши подразделения не только добровольцев спецназа Ахмата, а также регулярные части Министерства обороны, Росгвардии, МВД обеспечивает тем, чем необходимо в зоне проведения СВО. А также главу Чеченской Республики, Героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова, который с первых же дней пригласил в республику всех добровольцев, добровольно, которые решили защитить свою родину, страну, республику, взял на себя обязательство обучить их, обмундирование, обеспечение и все остальное. Желаем прежде всего, чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми к своим семьям. Победа будет за нами. Добрый в путь. Ахмат! Сила! Россия! Мощь! Аллаху Акбар! Ура! 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 Дальнейшее место дислокации и задания является военной тайной, однако можно с уверенностью констатировать, они готовы к любому развитию событий. Ахмед Рамазанов, Саид Эми Мусаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает благотворительную деятельность. Новая акция адресной помощи охватила все муниципалитеты. Хлеб, куриное мясо, мед и молоко распределили среди нуждающихся, многодетных семей и участников СВО. Слова благодарности и признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра Ахмед Рамазанов. В субъекте вновь стартовала благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Пакеты с продуктовой помощью передали до каждой нуждающейся семьи. СВО участие принимать те, что верично, тигад акалха бож дюзлан, малоимущие семьи, остро нуждающиеся семьи, иш так идут те саканш иш саканш док на осталхиш док пархиш док yok поддержки yok. Суандон сайт арах ой شويتشر باخر خويت على خوي سيلا هيو شوي مخنان ايمانين بركل الو اردو والله مصو زمانح اشتدق ساق انشلات توش مدتو اخچن زودا تون سونغ شولچن بيرن ода وغيشچن وавيشچن مصو اورچو боктидим яццу харайон. Благотворительная помощь прошла во всех районах региона. В рамках нее было роздано 18 тысяч кур, 54 тысяч буханок хлеба, 3 тонны меда, 3 тысячи упаковок молока. Подобная поддержка закрывает базовые потребности людей. Помощь وي بتشع وياتن أي ما نسين سا وي مخنان وبتشع شاورج ديك حوش وي لا المغلا الله عليه سخيلة مسانا أخدا من القوتشان بزند إشتداء دايتنا طبعا مصونا تسن بتوشبات مصو قنا مصانا حوش أبو الله عليه سخيلة مسانا بزند دا من القوتشان وي بتشعنا وي مخنان أي ما نسين الله عليه سخيلة ده دي كان سبيقا بيلخ شنو سنة.
Такое внимание помогает справиться с жизненными трудностями многим семьям республики. В их число входят многодетные и родные участников специальной военной операции. Они выражают благодарность за регулярную поддержку со стороны благотворительной организации. В Шатойском районе были розданы нуждающимся семьям 700 наборов с продовольствием. Все они выразили безмерную благодарность главе региона и Аймане Несиевне. Силами фонда адресную и целевую поддержку получили сотни семей, участников специальной военной операции. Такие акции в субъекте проводятся на постоянной основе. Региональные власти проявляют внимание к нуждам населения и заботятся об их благосостоянии. Ахмед Рамазанов, Мусор Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. 6 сентября Чеченская Республика отмечает День гражданского согласия и единения. Этот праздник – символ сплоченности многонационального народа, его стремления к миру и процветанию. Сегодня регион – пример гармоничного сосуществования и добрососедства почти 100 национальностей, каждая из которых вносит свой уникальный вклад в развитие. Среди них и турки-месхетинцы. О том, как представители этой диаспоры сохраняют свои традиции, репортаж моей коллеги. На территории Чеченской Республики компактно проживают около 90 национальностей. Все они активно участвуют в общественной жизни. Для этого созданы все условия от поддержки руководства региона до совместных культурных площадок, где люди знакомятся с обычаями друг друга. Турки-месхетинцы обрели дом в Чеченской Республике еще в 1989 году. Регион открыл для них двери, и с тех пор они стали неотъемлемой частью его жизни. В 2003 году в Наурский район вместе с семьей переехал Исабек Биналиев. Тогда он начал работать учителем, а сегодня является депутатом и представителем турецкой общины. Я Чеченской Республике считаю свою родину, потому что я знаю, мне уже много лет, все равно я буду лежать здесь, на этой земле. Мы все единый народ, независимо от национальности. Мы народ Чеченской Республики и будем делать все возможное и невозможное, чтобы у нас всегда процветал наш Чеченская Республика. Столько возможностей, это конца края нету. Многие другие регионы завидуют нам, только месхетинцам, проживающим здесь, потому что во всех делах у нас всегда есть поддержка. Поддержка – это главы Чеченской Республики, само его команда, Министерство национальной политики, особенно сейчас Ахмед Махмудович Дудаев. Они всякие нам помогают, чтобы мы развивали и обучали своих детей. Исабек Биналиев – доктор наук, обладатель множества наград. Его сын является работником филармонии и народным артистом Чеченской Республики. Другой служит в полку Ахмат, защищая родину на специальной военной операции. Ну а дочь продолжает семейное дело в культурной сфере, представляя свою общину на мероприятиях. У нас очень хорошие соседи. Хорошие коллеги по работе, которые всегда помогают, очень отзывчивые. У нас нет различия русский, там, чеченец или турок, то есть мы все живем очень дружно. Вот. Также и в Миннац, то есть насколько культурных центров, вот эти все руководители центров, мы явно являемся одной большой семьей. Почему? Потому что в любом случае, когда, допустим, у меня чего-то нет, чего бы я могла отвести, они меня всегда выручают. То есть у нас есть взаимопомощь, взаимовыручка, и мы очень между собой очень дружные. На сегодняшний день в регионе проживает около 2000 турков-месхетинцев, большинство в Наурском районе Чеченской Республики. Они не только принимают активное участие в жизни субъекта, но и занимаются сельским хозяйством, выращивают поля, урожай и сохраняют свой традиционный уклад. Вот 1989 года мы тут живем, очень хорошо живем, даже очень дружно живем. Они очень гостеприимный народ. Приняли у нас очень даже хорошо. Даже в начало времени они помогали, чем могли. Вот мы тут живем, мы рады, с землями работаем. Вот капуста, овощи, в общем, мы, как говорят, выращиваем. И сладкий перец есть, и баклажаны есть, все есть у нас. И огурцы, кукурузы, гудурмес, аргун. Вот так мы везем, продаем там.
6 сентября 2002 года указом первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова был учрежден День гражданского согласия и единения. В регионе работают культурные центры, проходят фестивали и выставки. Здесь каждый народ может развивать свои традиции через искусство, музыку, театр и национальные блюда. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. А в Грозном состоялась еще одна акция поддержки семей военнослужащих. Для детей участников СВО был организован праздник в Грозненском дельфинарии. Маленьких гостей ждали яркие выступления морских артистов и интерактивные аттракционы, подарившие море положительных эмоций и детского смеха. Праздник начался с музыки и танцев. Дети вышли вместе, исполнили веселые движения под знакомые песни. Атмосфера радости объединила всех, и ребят, и зрителей. Сегодня для детей участников специальной военной операции в Грозном устроили настоящее чудо. Благотворительную акцию организовало Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вся эта работа проводится по поручению главы Чеченской Республики, потому что мы знаем, какое внимание он уделяет детям участников специальной военной операции, самим участникам. И особое внимание уделяет для детей погибших сотрудников. То есть такие мероприятия уже стали доброй традицией. Они практически ежемесячно проходят по всей территории республики. И сегодня мы более 300 детей собрались здесь. Спрашиваем у детишек, они веселятся. Пусть их жизнь будет таким же веселым, как и этот день. Ребята смогли повеселиться в игровой зоне. Скалодром, карусели, ниндзя-квесты. Тут никто не останется без развлечений по душе. В игровой зоне для детей есть огромный выбор развлечений, аттракционов, начиная от батутов, заканчивая лабиринтами. Кроме того, организаторы подготовили для юных гостей музыкальные номера, конкурсы и танцы. Дети не могли скрыть своих эмоций и сидеть на ровном месте. Танцевать. Мне очень сильно понравилось. Я прыгала на батутах, еще я бегала с детьми, и я пойду вот туда еще. Главным сюрпризом стало яркое шоу в дельфинарии. Ребята с восторгом наблюдали за номерами морских артистов и сами участвовали в интерактивных играх. Кажется, что умения дельфинов безграничны. Они и танцуют, и в мяч играют, и даже рисуют. Те, кому хоть раз довелось побывать в Грозненском дельфинарии и увидеть этих удивительных животных, безусловно, прониклись любовью и восхищением к ним. Родители были поражены шоу не меньше. Для них весь этот праздник – возможность увидеть своих дочерей и сыновей счастливыми и беззаботными. Дельфиншка, хависич охаса мукадели берши, дел рейскал харвош ктёхчина, ваймехкдена, ваймехкнан айманина масана дел рейскал цаль. Главную оценку выступления выставляют маленькие зрители. Горящие глаза и море положительных эмоций, говоря сами за себя. Шоу удалось. В конце дня для гостей устроили вкусный обед и сладкий стол. Сегодняшний праздник стал для ребят настоящим путешествием в мир сказок. И, судя по их эмоциям, этот день они точно запомнят надолго. Риат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов. Вести Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.